Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в передаче «Якут сегодня». Сегодня у меня замечательные героини. Сейчас я вас с ними познакомлю, но мы говорить будем о проекте «Обнимаю сердцем». Это благотворительный проект, который посвящен людям с инвалидностью. Напоминаю, что меня зовут Любовь Клюкина, я являюсь директором благотворительного фонда «Харысхал». Итак, у меня сегодня в гостях Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и координатор, инициатор проекта «Ангелы добра», да, и проекта «Обнимаю сердцем». Татьяна Федорова сегодня... Томская? Да, Томская, прошу прощения, предприниматель, ангел добра. На самом деле занимается очень такой широкой, мощной деятельностью предпринимательской, но при этом вы являетесь еще и таким бизнес-ангелом в том числе, да, как мне рассказывали о вас, кстати говоря. Да? Спасибо. Да, и сегодня у нас в гостях Евдокия Ге, бизнес-консультант, психолог, также является ангелом добра. Проект называется «Обнимаю сердцем», движение называется «Ангелы добра». Про что мы начнем говорить? Наверное, все-таки больше про проект, а потом продолжим про ангелы добра. А потом скажем вообще, для чего предпринимателям и людям, которые абсолютно далеки на самом деле от социалки, да, от проблем, от работы с категориями разными населения, вдруг начинают заниматься такой предпринимательской, волонтерской деятельностью. Да? Анна, проект «Обнимаю сердцем». О чем проект и откуда вообще он появился, почему он родился? Да, проект появился в апреле в виде, как обычно это возникает, да, первая мысль. Я ее восприняла как случайной и даже удивилась. То есть я живу от события к событию. И не понимаю, что жизнь – это процесс. И не осознаю, что это дар свыше. Слышать, обнимать своего ребенка, видеть солнце, танцевать, прыгать, скакать, радоваться, говорить. И есть тысячи людей, которые лишены этой возможности. И если я рассуждаю в этой плоскости, то действительно это чудо. Но в будничной жизни я об этом никогда не думаю. Но мы забываем про момент, где мы сейчас находимся, что мы сейчас ощущаем, да. Да, и у нас в республике более 58 человек, 58 тысяч человек с инвалидностью. Да, и данность мира такова. И мы все живем вместе, но в отчуждении. И захотелось создать в Якутске пространство, где люди вне зависимости от физических, ментальных возможностей и особенностей могли бы общаться, могли бы творить. Эта мысль пришла, я удивилась, в том плане, что захотелось это создать. Да? Я работаю в серебродобывающей промышленности, где вообще моя работа и где все эти мысли. Но в мае месяце как будто меня кто-то сверху взял, посадил за компьютер, и буквально за 20 минут у меня вышла презентация. Думаю, видимо, с этим надо что-то делать. Подошла я к генеральному директору компании, к Вадиму Георгиевичу Ильчуку, и он говорит: слушай, это круто же, давай это как народный проект будет. Многие люди хотят делиться. Действительно, это так и случилось. И проект пошел с поддержкой вашей компании, в которой вы работаете, но его еще кто поддержал? Ой, вы знаете, очень много людей, более 100 людей точно, даже больше, я думаю, да. Значит, я в первую очередь пошла в общество инвалидов, в территориальное общество глухих, в общество слепых. Познакомилась с коллективом библиотеки, республиканской библиотеки слепых. После этого у нас появились партнеры в виде НВК, большое спасибо, в виде Северо-Восточного федерального университета. Студенты активно помогали мастерить тактильные зоны, это студенты ФИИ. Журналисты проводили соцопрос на День города. Плюс университет 8 декабря, чуть забегаю ранее, да, нам дает бесплатно культурный центр «Сергеляхские огни», где мы организуем инклюзивный концерт.
На самом деле, обычно они это помещение просто так очень редко кому дают. Да, Да, еще хочу сказать большое спасибо Ольге Валерьевне Балабкиной. Большую свою благодарность от нас всех Евгению Николаевичу Григорьеву. Мэру города. Да, мэру города. Мэрия готовит тактильный герб Якутска, который также будет выставляться вот на нашей экспозиции. То есть итого партнеров проекта получилось приличное количество. Как вы всех смогли соединить в одно целое? Вот самый главный-то вопрос. То есть эти люди жили где-то, да, не знали об этом. Как вы их собрали, соединили? Благодаря чему? Вы знаете, вот проект, у меня такое ощущение, что он развивается и живет как-то сам. То есть первая мысль у вас была сделать выставочное пространство, да? Или нет? Или обратить внимание на проблемы? Ну, то есть вот... Обратить внимание, во-первых, на проблему. Во-вторых, вы знаете, вот о выставке и экскурсии, которые будут проходить на постоянной основе библиотеки «Смарт», два посыла. Первый посыл, да, это рассказать интересно об особенностях людей. Ну, например, у нас в фотовыставке представлен Томас Эдисон, да, вот лампочка Эдисона мы все знаем, но мало кто знает, что многие его изобретения, например, фонограф, были им изобретены, потому как он был глух на одно ухо, и на второе у него было, по-моему, 80% глухоты. Да. Да. И этим изобретением это люди, которые изменили мир. Да. Тогда в проект входит выставочное пространство, и что там еще будет вот в этом пространстве «Смарте»? То есть мы приходим, смотрим выставку. Да, экскурсоводы «Смарта» рассказывают, ну, потому что там действительно очень интересно. Ну, вот вы, например, знали, что муха глухая? Да, нет. Что у медузы вообще нет органов слуха, и она дышит всем телом, предположим. Ну, такие вот интересности, вкусности. И будут интерактивные экскурсии. Ну, мне кажется, это самая такая интересная часть, потому что мы погружаемся в самопознание, в мир ощущений. Первая часть мы в мире без света, то есть без слуха. Без слуха, да. В тишине в полной? Да, в полной тишине. И тем не менее мы коммуницируем. Вторая часть – это мир без зрения, да? Без зрения. И тут остается только доверять. Доверять ведущему, доверять своим чувствам. Ну, не буду все раскрывать. В общем, там достаточно должно быть и интересно, и познавательно, и весело. То есть такие элементы сенсорной интеграции, да, как они верно называются. Кроме этого в проекте, то есть вот такое пространство, такое, что еще? Что еще? Еженедельно будут проходить мотивационные семинары. Каждую неделю? Каждую неделю. В течение всего года? Да, в течение всего года, с октября по октябрь следующего года. Будут проходить кулинарные мастер-классы, фотосессии, уроки фотографирования. Ангелы добра будут проводить ЛФК на дому. Да, и, ну, в общем, целый год. Ну, предположим, в ноябре у нас будет круглый стол об инклюзивном туризме в республике. В декабре вот мы планируем организовать инклюзивный концерт. В январе вы постреляете вместе со Степанидой Артахиновой из лука. В марте у нас в плане телемост с китайскими студентами. Да. Да. И в апреле университеты, то есть студенты университета нашего готовят большой флешмоб. Ну, то есть достаточно такая обширная программа. Обширная программа. Где сейчас с этой программой можно познакомиться? С этой программой вопрос, да, интересный. Где-нибудь она открыто лежит уже? В Инстаграме, по-моему. Да? В Инстаграм-страничка есть у проекта? Да, страничка есть. Она у нас пока такая flexible. То есть она сейчас доработается буквально на этой неделе, потому что ну, как я сказала, вот он как организм, да, проект. Да, он живет. Да, он живет, и ангелов все больше, людей ну, доброта реально объединяет. Людей, кто хочет участвовать в проекте, становится больше, и мы все вот смотрим, как бы. Еще будет, вы знаете, очень классный фотопроект
про людей с инвалидностью, которые готовит Нина Данилова. Я думаю, что это будет супер мощно. Ну, все, наверное, знают, что это замечательный мастер просто своего дела. Со своей командой. Да? Со своей командой. И потом фотографии где будут представлены? Ну, представлены они будут в Смарте. Да, в Смарте. Также, я думаю, тоже на международные всякие конкурсы. Тоже. Да, на конкурсы. Ну, то есть, в принципе, это проект не конечный. Нет. Он будет работать год. Это будет ряд мероприятий, которые побуждают к дальнейшему действию. Да, по сути? Да, вообще, вы знаете, вот такая есть мечта, что Якутск станет стартовой площадкой для этого движения. То есть мы потом планируем масштабировать этот опыт по районам, а далее, если это будет реально интересно, и да, то по регионам страны. Вот. И вот действительно не было бы вообще ничего, не было бы этого проекта, если бы не ангелы добра. Я вначале обратилась к своим подружкам-землячкам, я сама из Вилюйска. Итого, ангелы добра, это что? Это волонтерское движение? Да. Такие. Кто расскажет? Татьяна, да, я так думаю, что расскажет. Вы ангел добра. Почему? Да. Ну, смотрите, конечно, ангел добра, такое словосочетание, это чересчур для обычного человека, я считаю, завышенное да, сейчас, скорее всего, да? нас слушают и, поэтому и не понимают. Я считаю, что ангелы добра нас назвала Анна в честь того, что вообще ангелы – это вот эти дети, которым посвящен этот проект. Да. А мы просто проводники вот этого добра, которые просто, способствуем, помогаем, поддерживаем. Я так считаю. И вообще по обозначению ангел это какой-то проводник Бога, который обладает сверхъестественными способностями. И вот эти дети, которым посвящен этот проект, замечательный проект, я считаю, что это дети, они реально, каждый обладает определенными сверхъестественными способностями. А мы, как проводники, нам позволено немного поддержать этот проект. Кому-то своими способностями, как Евдокия, да, кому-то финансовые, как какие-то компании, в том числе наша компания, да, кому-то своими связями, знакомствами, хорошими людьми, потому что очень много предпринимателей в городе, кто с удовольствием согласился поддержать этот проект. Кто-то напечатал баннеры бесплатно, кто-то сделал Уран-Саха компания, например, бесплатно нам подготовили из фанеры определенные заготовки, да? Сделали дерево, алукмас сделали. То есть много чего. И очень много предпринимателей готовы быть вот этими проводниками. Мы поговорим об этом дальше. После нашего перерыва мы напоминаем, что нам можно звонить. Мы ведем свой прямой эфир. Спасибо. А мы возвращаемся к прямому эфиру передачи «Якутск сегодня». Напоминаем, что мы ждем ваших звонков по номерам 32 0066, 32 11 66. Пожалуйста, звоните, общайтесь, задавайте вопросы нашим очаровательным гостям. Мы до перерыва с Татьяной говорили о том, что она ангел добра. И Татьяна рассказывала, что это, что вкладывается, да, какой смысл в это. Это такое дружеское, добровольческое сообщество, которое решило в одночасье помогать ребятишкам с инвалидностью. И не только, наверное, да? Наверное, у вас еще какие-то другие целевые аудитории были изначально? Или нет? Или вот вы нацелились на детей в первую очередь? Как было? Изначально проект весь, идея была Анны, поэтому я думаю, она ответит на этот вопрос. Вы знаете, более компетентно. Мы хотим охватить и взрослых, и детей. То есть мастер-классы идут как для взрослых, так и для детей, так и для родителей, детей с инвалидностью. Да. Ну, то есть для широкого круга лиц, я поняла, и ангелами становятся предприниматели или не обязательно? Нет, абсолютно не обязательно. То есть люди, которые хотят принимать участие, и есть какие-то ресурсы. Да? Вот, Татьяна, какие вы ресурсы внесли в этот проект? Свои собственные, может быть, свои компании, фирмы? Чем вы помогли? И почему это сделали? Вот на самом деле, да, нас же сейчас смотрят наши телезрители, слушают радиослушатели. Их можно тоже побудить этим к действию. То есть вы однажды поняли, что вам это важно. И потом, что вы от этого получаете, когда вы
кому-либо помогаете? Ну, вообще, человек сам по сути рожден создавать добро. Мгм. Кто-то просто больше делает это, кто-то меньше, да. И когда она позвонила с данным проектом, я, ну, как бы даже не задумываясь, естественно, с удовольствием приняла это предложение участвовать в этом проекте. И это как я приняла как вызов даже определенный, Мгм. да, потому что Мгм. сейчас вот видите, это было, конечно, до военных действий, но сейчас тем более мы должны создавать вот это миросогласие и помогать тем, вот тем, можно сказать, ангелочкам нашим, вот людям с сверхъестественными способностями, Мгм. да, детям, людям, которые немного ущемлены в чем-то, да. Мгм. И ангелами добра, конечно же, у нас являются не только предприниматели. Просто я сама предприниматель с Да-да-да. 14-летним стажем. Мгм. И компания «Чистюля» и кадровое агентство «Статус» мы регулярно принимаем участие в подобных, ну, какие-то проекты сами создаем, Мгм. какие-то социально-экологические мы проводим 4 года. Вот вокруг Теплого озера экологическую акцию проводим, это мусор вы. проводим. Это мы Все, инициаторы. у меня да. сложилась картинка, да. Вот. Ага. И, то есть, мы регулярно помогаем. Во Мгм. время коронавирусной, когда был вот локдаун, да, мы помогали детским домам, домам престарелых, мы Мгм. выдавали вот эти вот Мгм. антисептики, средства, маски. То есть мы То есть это ваша такая регулярно. корпоративная программа, в которой Да. у вас участвуют все сотрудники вашей компании, да? Да, ну Мгм. стараемся. Мгм. Кроме этого, конечно же, большое спасибо хотелось бы сказать многим нашим ангелам добра. Мгм. Анна еще до перечислит. Компания «Офсет», кто нам помог распечатать, Мгм. да. Компания «Уран-Цахак», кто изготовил нам из дерева определенные проекты, да. Мгм. Есть у нас медики в проекте, есть у нас фотографы, которые Мгм. будут бесплатно проводить вот фотосессии детям, проводить Мгм. фототерапию детям М. с этими способностями, понимаете? То есть Да-да-да. это очень интересно. То есть девушка Наталья Павлова, которая проводит фототерапию детям и взрослым через фотообучение, она вот какая-то вот терапия проводится, и она будет проводить этим детям. То есть вот и многие с удовольствием соглашаются. Я не видела ни одного предпринимателя, кто отказался пока на участие в данном проекте. Мне кажется, иногда, что на предпринимателях вообще держится мир, и иногда, потому что помимо того, что вы даете рабочие места, оплачиваете налоги, но еще у вас находятся ресурсы, возможности, чтобы еще помимо этого решать какие-то проблемы социального характера. Это же вообще на самом деле очень ценно. Я вас от себя тоже хотела бы поблагодарить за это. Вот что вы сделали вот в рамках этого проекта и как вы его продвигаете, как вы о нем рассказываете своим близким, друзьям, что говорите? Честно говоря, конечно же, я не такой активный рекламщик данного проекта, да, но при возможности, естественно, размещаю данную информацию. Проект очень обширную занял территорию, такую, знаете, не только в городе Якутске, я думаю, уже на территорию республики пошел уже этот проект. И очень много поддержала и с правительства, с мэрии, с СФУ. То есть очень большой, хороший проект. Я думаю, что в данном проекте могут участвовать абсолютно все. Абсолютно все. Начиная с детского сада, заканчивая студентами. Ну и взрослые люди. Обязательно. То есть взрослые люди, я там вот с супругом, например, могу прийти, да, и вот мы вдвоем это время проводим. Это вот такая очень психотерапевтичная же, да, история. А она... Это безопасно? Вот такой у меня вопрос, Евдокия. Это безопасно? То есть когда я погружаюсь вот в то, что, может быть, для меня некомфортно, необычно, а насколько это для моей души вот безопасно? Как вы думаете? Я считаю, что это очень даже безопасно, это обогащает. Обогащает душу человека. В любом случае ты понимаешь, что мир, он разнообразен. И разнообразен разными людьми и разным опытом.
Да, и когда вы пройдете через эту выставку, и в конце вас ожидает медитация, моя авторская медитация, и она также погрузит и, в ценность жизни и понимание понимание этих добродетелей, да, и того, что жизнь здесь сейчас, она прекрасна. И это то состояние, которое люди, пройдя через эту выставку и ощутив, это будет трансформационная выставка. Вы зайдете одним и выйдете оттуда другим. И это не в сторону какого-то повреждения не стоит думать. Это в сторону обогащения опыта вашей души. И такое ощущение более многомерное. Это не просто выставка, которую ты пришел глазами посмотреть или просто послушать. И сказать: о, как красиво, спасибо. Да. Эта выставка, она трансформирует, она обогащает, и она дает глубину и богатство внутреннее. Состояние. То есть она что-то открывает в душе. Да. У нас, к сожалению, в том числе в нашей национальной традиции, да, есть понятие такой закрытости. То есть, когда ребенок, например, заболел, да, мы закроемся. Я даже знаю семьи, в специфику своей работы, да, семьи, которые родился ребенок с синдромом, мы его никому не покажем, мы отгородимся, и мы вообще это табу, эта тема табу как будто бы, да. И здесь получается, что мы такие скрепы немножко наши общественные, убираем, да, расширяем, и эта тема уже не табуированная. Да. И мы говорим, что это нормально. Это нормально. Это нормально. Это нормально. И действительно, как сейчас девочки отметили, что действительно это дети, у них другие вибрации, они другие, у них чувства другие, ощущения другие. И пришло время нам понимать это всем. Всем без исключения. То есть здесь возможность с этими прикоснуться к этим вибрациям, себя сравнить, да? С этим полем, где я здесь. Да, что-то такое. Да. И что это тоже есть, и это тоже часть мира, и все великолепно. И это, и все имеет место. А какие эмоции и ощущения вы предвкушаете после того, как люди будут проходить? У нас в конце была идея, когда будет стоять камера или отзывы будут, да? Хотелось бы прям ощутить, набрать этих отзывов и действительно сравнить то с тем, какие ожидания, например, лично у меня, да? Да. Но я думаю, что это так удивительно, как будут дети на это реагировать. И я хочу посмотреть, как взрослые на это будут реагировать, какие отзывы от взрослых. Но в любом случае это обогатит. Одно слово. Духовное обогащение. Да, это будет духовное обогащение. Это то, через что сейчас, мне кажется, каждому человеку стоит пройти, и мы все туда идем. Да, кстати, мы все, что происходит сейчас, оно нас к этому ведет, что мы куда-то должны прийти все-таки. Все, мы идем. И этот проект действительно живет своей жизнью. Когда Анна мне впервые позвонила, я как раз ехала на пароме по реке, я стояла, наслаждалась рекой, и тут звонок ловит, и мне Аня так воодушевленно рассказывает. Я говорю: да, конечно, я буду частью проекта с легкостью, с радостью. Там не было темы пока еще про медитацию и так далее, но мы уже, я смотрю, я нахожусь в той группе, которую Анна создала, в которой рабочая. Я смотрю, как все происходит действительно прям как по волшебству, как все открывается, как все легко создается, люди встречаются, люди помогают. Тут нужно по деревянному почему-нибудь постучать сейчас, где тут что есть. Да? Это, знаете, это не работает. Не работает, да. Так не работает. Это наоборот, как еще лучше, что еще возможно, каким вкладом мы каждый можем быть в этом, и через это я вижу даже совершенно случайные ситуации. У нас была встреча в марте, да, я была у Нинель в студии с дочкой, мы там
потом я Нелли говорю, мне надо, да, поехали, подвези меня, вместе, пожалуйста. просто, по Да, дороге. просто, подвези меня туда. Ага. Она должна была подвезти, потом я ей говорю, давай зайдем пообедаем. Давай ты со мной пойдешь пообедаешь. Мы сидим, обедаем, Анна подходит, и мы тут слово за слово, и все. И родилась такая прекрасная идея создать фотопроект для детей таких, что они такие будут супер стильные, красивые, даже в своем кресле или с такими элементами своими, которые им необходимы для того, чтобы быть социальной коммуникацией. А сама медитация, она будет вот в каком стиле? Классическом? То есть это нужно будет, то есть физически? Или это как-то в онлайн-формат? Вы там будете присутствовать каждый раз? То есть вот маленько, если это возможно, завесу тайны приоткрыть. Хорошо. К чему готовиться? А одевать форму для йоги или не стоит? Значит, была записана мною текст, который погружает тебя в состояние диалога с самим собой. Минут 8-9 в случае, как бы, да, такая текст, которая погружает тебя в те глубинные вопросы, кто ты, что для тебя жизнь. Ага. Спрашивают, да, есть вопрос Давайте. в эфире. Пожалуйста, давайте подключим. Нас отправляют с вами на рекламу, а мы продолжим и узнаем, как же все-таки попасть на вот эту экспозицию и как принять участие в мероприятиях проекта. Возвращаемся к нашему прямому эфиру, который посвящен проектам «Обнимаю сердцем». Открытие проекта запланировано вот-вот. Когда это будет? Я так понимаю, что это будет пока не для широкого круга лиц, да? Дальше какой механизм реализации? То есть как можно попасть, через что, как узнать? Явки, пароли, пожалуйста. Нам звонили в перерыв и спрашивали прям контактные телефоны, но думаю, что стоит ли, где смотреть информацию, узнавать. Да, я вот хочу пока чуть-чуть добавить, о том, что действительно вот проект, я его воспринимаю как чудо. Потому что очень многое случается просто реально чудесным образом. Как мы находили помещение? Вначале у нас была встреча с руководителями сообществ, инвалидов, глухих, слепых, и мы думали, где мы можем это реализовать. С учетом того, что они сидят в немного стесненных условиях, мягко будем говорить, да. И тут случился экологический субботник, который проводили смарт-библиотека и та компания, в которой работает мой супруг. Соответственно, я пошла просто с ним вместе на этот экологический субботник. И подошла просто рандомно к сотруднику смарт-библиотеки. Оказалось, это главный библиотекарь Розалия Ксенофонтова. Она сказала, да с удовольствием, пожалуйста. Они всегда очень открыты, кстати. Да. Смарт, он супер открыт для всех вообще движух. Да, и причем, наверное, неделю до этого я, перебирая вот примерные площадки, чтобы это и доступно было, и современно это было, да, как я говорю, не стыдно, да. А мне сразу пришло на ум библиотека Смарт, хотя до этого я туда не заходила, но это реально супер пространство, там работают люди открытые, динамичные, современные. Ну, самое главное, что они открытые и искренние. Ну, еще оно доступно для маломобильных граждан, что очень важно в условиях Якутска. Не везде это есть. Там есть лифт и нормальные, удобные уборные комнаты и так далее. То есть туда можно приходить любым людям, даже с ограничениями. Вот эта атмосфера, которую создала Мария Витальевна, там она вообще реально крутая. Да, поэтому всем горожанам нужно обязательно сходить в смарт-библиотеку, да хотя бы просто вот этим воздухом подышать. 19 числа вы откроетесь. Да, из 20-го. Да, из 20-го, пожалуйста, добро пожаловать на экскурсии. Все мероприятия в рамках проекта бесплатные. Во вторник, в четверг, каждую неделю в 11 и в 16 будет проходить экскурсия. Далее я вот думаю, что
это будет очень познавательно, как в качестве урока человечности и школьникам, да, взять на заметку школам города Якутска, чтобы проводить там такие классы. И групповые заявки можно подавать по номеру телефона, который был указан сейчас на нашем баннере, либо просто вы набираете в интернете «Смарт-библиотека», и там указаны номера «Смарт-библиотеки», социальные сети, где можно заявку свою подавать. Ну, у смарт-библиотеки еще, кроме этого, телеграм-канал хороший, удобный сайт. Можно смотреть и записываться, да, по их контактным номерам в том числе, да? Да, и в выходные, воскресенья с 11 до 17 часов, да, каждый час можно приходить также на экскурсию. И по возможности, ну, то есть, пожалуйста, родители с детишками, с друзьями, с приятелями, приходите туда. Это интересно, это ново. Сколько времени примерно вот вы рассчитывали будет занимать все прохождение вот этой экспозиции? То есть это вот час или 3? Или... Нет, это минут 40 час. Да, минут 40 час. И, ну, время-то зависит от того, какая группа будет, сколько вопросов будет экскурсоводу по тем материалам, которые вывешены, да, там, например, это будет диалог, либо это будет, ну, то есть это от аудитории, скажем так, зависит. И в конце самая вкусность, это можно будет ладошками порисовать на вот этом вот нашем логотипе «Обнимаю сердце», подурачиться чуть-чуть, и мне кажется, это такое вот детскость, это вот тактильность. Это в душе каждого человека, и пожалуйста, приходите и соприкасайтесь со своей душой, вот как Евдокия сказала. Тогда это про все возраста? Да. Про все возраста и про разный гендерный состав, да? Вот я потому что сейчас слушаю, то есть ощущение, что вот очень про женское, нет? Для мужчин. Для мужчин. Ну, вот я хочу сказать, что и география ангелов добра, и статус, и мужчины и женщины, да, тут абсолютно разнообразные. И, ну, например, дизайнером графическим у нас является многодетная мамочка из Новокузнецка, Яна Ходанович. У нас есть телефонный звонок, пожалуйста, мы вас слушаем, мы в эфире. Алло, здравствуйте. 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 Задавайте свой вопрос. Я хотела бы спросить, я инвалид второй группы. Продолжайте, пожалуйста. Вы можете говорить на якутском языке, если вам будет комфортно. Я так думаю, что мне помогут перевести даже. Задайте свой вопрос на якутском языке, если вам удобнее. Тук тугай передача тай тока на кимата тугой. Переведете вопрос, пожалуйста, если он прозвучал. О чем этот проект? Да, о чем этот проект и о чем эта передача тоже. Ну, о чем сейчас время передачи идет. Все, понятно, да. Поясняем. Это передача о благотворительном проекте «Обнимаю сердцем», которые сделали такое большое волонтерское движение. Можно я буду вас так называть? Вы волонтерское движение все же, да? По инициативе Анны Федоровой, в котором абсолютная инклюзия. То есть это проект для людей, которые познакомятся с миром людей с инвалидностью. Причем по абсолютно разным заболеваниям. То есть вот я правильно интерпретировала все, что у нас происходило. Вот, то есть приглашаются все-все-все, и там можно будет и себя раскрыть, и больше узнать о своих, в том числе, возможностях. Да, конечно. Я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос, и вам стало более понятно, о чем мы говорим. Отлично. Запись тогда, да, для участия в проекте через смарт-библиотеку можно выйти на вас, да, через те контакты, которые были. Есть у вас страничка в запрещенной сети. Да, и, наверное, где-нибудь «Обнимаю сердцем», да, пожалуйста. Можете в директ там писать. Подписываться, следить. Сейчас вам какая-то еще нужна помощь?
Ну, вот честно, вот чего-то не хватает. Вот смотрите, в принципе, да, Анна, конечно, человек, нас всех объединивший. Да. Но я хотела бы призвать людей, у которых есть большое желание и большое вот это вот... у человека во временами наступают такие моменты, когда вот он переполнен вот этой любовью и добром, да, и он готов, вот он пыщет, вот, он готов прямо помочь. Да. Вот такие люди есть. Может быть, кто-то вяжет, хочет преподать уроки вязания, да, таким людям. Кто чем может поддержать проект. То есть приходите на наше открытие 19 октября в 16:00 в смарт-библиотеку. Кто танцует, может уроки танцев давать нашим участникам, да. И, соответственно, все, кто фотографы, кто желает, пожалуйста, приходите поддержать данный проект. Ну, то есть можно еще заполнять мероприятиями. Копилочка еще не полная. Ага. Адрес смарт-библиотеки 203 микрорайон. Ларионова 12А. Ларионова 12А. Да. На первом этаже всегда есть информационное табло, а сама экспозиция будет располагаться... На третьем этаже. На третьем этаже есть лифт, и третий этаж — это атриум, то есть вы поднимаетесь и сразу же все увидите и поймете, как говорится, да? Через экскурсовода. Через экскурсовода. Кстати, экскурсоводами кто эти люди, кто это будет? Экскурсоводы — это сотрудники смарт-библиотеки. Сотрудники. Да, завтра у нас будет обучение, мы пройдем первую экскурсию. Такая тестовая завтра, да, будет. Попробуйте. Вот как раз будет понятно, на сколько минут каждый будет зависать возле там того или иного портрета, например. У нас сейчас, у нашего фонда ребятишки там в студиях занимаются, и они мне с восторгом начали в выходные рассказывать. Там вешают интересные портреты, говорят дети. Там что-то интересное готовят. Вот. И даже в группу нашу отправляли фотографии, что готовится что-то интересное про них. Про них. То есть и для них это на самом деле очень важно. Конечно. Очень важно, что вот они, да, и вот и для них, и про них есть прям такое вот прямо мощное какое-то такое движение. Какие планы у проекта в будущем? То есть вот год, уже немного говорили, можно еще расширить эти планы, проговорить шире. Да, все, что касается проекта, вы знаете, я не хочу прогнозировать, потому что я чувствую, что он растет и развивается в том направлении, в котором нужно. Да? Но мы мечтаем о том, что со следующего года мы сможем масштабировать данный опыт по ЛУСам, дальше по регионам страны. Вот был вопрос по поводу гендерности. Да, мы пришли пока в таком женском составе, но на самом деле у нас активными участниками, конечно, являются мужчины. Да? И статус абсолютно разный. Да? Например, из Сибянкюля, тоже удивительная история, из Сибянкюля для тактильного коридора прилетели рога. Да. Это, значит, тоже... Степанов Афанасий Афанасьевич, ангел, пишет: чем могу помочь? Я говорю, можете рога отправить? И он мне отправляет прям шикарные рога. Да? И причем это случилось в последний день. Я уже беру трубку для того, чтобы написать: Афанасий Афанасьевич, спасибо вам большое. И я вижу, что он параллельно мне пишет, говорит, вылетел самолет. Вылетело. Потому что туда невозможно, там крайне нестабильные метеоусловия. Да? И Иван Иванович Левин. Это глава Кобяйского УЛУСа. Это тоже поддержал. Ваш ангел добра, да? В вашем движении. Да, да. Он поддержал как? Молодцы или финансово? Или... Да, финансово. Молодец. Да, финансово. Все... хорошо. Да, мы уже, к сожалению, будем завершать. На самом деле еще много есть о чем поговорить, но мы с вами понимаем, что этот проект только вот в самом своем таком вот в начале, и желаем вашему проекту «Обнимаю сердцем» хорошего дальнейшего продвижения и внедрения на территории всей России. Спасибо.